в области нашей вот нутрициологии. Спасибо, Марфа Сергеевна, тоже с наступающим. Вот какие мы веселые, сколько у нас энергии. Максим Никитич. И очень горжусь своими сородичами фактически. Да, мы врачи, я тоже педиатр, поэтому я очень рада, что рядом со мной, с нами, вот, да, взаимно. Да, стоит наш тоже вот коллега мой, да, Максим Никитич Архипов. И он, наша миссия, да, помогать людям оздоровиться, омолодиться, быть красивыми, да, иметь активное долголетие. Он гериатр, работает реаниматологом именно в гериатрии, поэтому очень актуально вот в наше время, да, помочь нашим матерям, да, у кого-то есть же матери пожилые люди, да, бабушки, да, он как раз помогает этим людям оздоровиться, иметь активное долголетие. Здорово же, да, поэтому мы очень благодарны Максиму Никитичу, да, что он с нами рядом стоит. Это здорово, друзья. Чувствую себя на заседании КПСС. Он не только нам, якутянам, помогает, друзья, в интернете. Правильной дорогой идем, товарищи. Всему миру. Поэтому, да, вот давайте слово дадим. Меня уже представили, повторяться не буду. Извиняюсь, что в таком виде, но мне нравится быть в таком виде, потому что не одной работой человек живет, правильно? Поэтому мне очень приятно быть у нас в офисе, быть именно в таких местах, где люди оздоравливаются, где люди не заточены под наше официальное здравоохранение, под фармакологию, под химию, под наши эти высокотехнологичную медицинскую помощь, операции, там, замена тазобедренных суставов, прочее, чего только нет в официальной медицине, да? Люди думают, что поменяли сустав или какой-нибудь орган, дальше будет жизнь нормальной. И, конечно же, мало кто задумывается, что можно ведь сохранить орган, можно ведь дальше жить качественной жизнью. И я просто из своего опыта скажу, что я при этом раньше был немножко, какое-то время разрывался по поводу того, что медицина официально это плохо, значит, БАДы это хорошо, клеточное питание это хорошо. Да? На самом деле, оказывается, однозначно плохого и однозначно хорошего в нашем мире нет. Есть просто то, что нам нравится, и то, что нам не нравится на самом деле. Да? Поэтому без официальной медицины нам, конечно, никуда не деваться, хотя бы в том отношении, что экстренная медицина, где я 20 лет проработал, в принципе, без нее никуда, потому что каждый день какие-то катастрофы, какие-то несчастные случаи, непредвиденные обстоятельства, форс-мажор – это часть нашей жизни. Но я лично поклонник того подхода, чтобы действительно, чтобы развивалась именно вот эта экстренная часть официальной медицины, да, а вот именно плановая, когда у человека, предположим, только начинается проявляться какие-то заболевания, у него только начинает давление подниматься, сбои в почках, да, или, например, у него там какая-то склонность к повышенному сахару, ему сразу преддиабет ставят. Всех этих людей подсаживают на таблетки фармакологические, и, естественно, ни о каком оздоровлении речи не идет. Соответственно, человеку грозит уже, у него уже и психология меняется, он уже ждет заболеваний, той же гипертонии, того же сахарного диабета, тех же системных заболеваний. И официальная медицина говорит, что другого пути нет. Согласны? Ну, мы все такие были. И сейчас, конечно, иногда очень трудно, особенно по отношению к онкологических больных, там очень тяжело принять решение, отказаться или согласиться на химиотерапию, отказаться или согласиться на лучевую терапию, воздержаться от какого-то оперативного вмешательства. Да? Всегда же очень сложно, очень тяжело именно в онкологии. Но, к сожалению, не только онкология у нас это все ограничивается. Есть хронические вирусные гепатиты, есть иммунодефициты, причем не обязательно это СПИД. Сейчас уже дети рождаются с врожденными этими там, ВИЧ-инфицированные дети. Поэтому в этом смысле, да, лучше, конечно, заниматься профилактикой. Но вот у нас с советских времен говорится о том, что нужно профилактировать. Это намного дешевый способ и сохранить качество жизни. Но скажите, пожалуйста, вот с начала развала Советского Союза у нас официальная медицина говорит о том, чтобы мы должны заниматься профилактикой. Это одними устами она говорит, да? Но с другой стороны, сейчас система здравоохранения построена так, чтобы чем больше больных, тем больше денег получает больница, в том числе и я, который получает заработную плату. Но это горькая правда. Как думаете, такая система может заниматься профилактикой? Нет. Она будет способствовать открывать вам глаза и говорить, что лучше профилактировать, чем там довести себя до операционного стола, высокотехнологичной операции, там, или каких-то методов, там, дорогостоящих препаратов фармакологических. Как думаете?
Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому дальше будет еще хуже. В том смысле, что я вообще не люблю негативить, да? Но, к сожалению, так получается, что сейчас система здравоохранения идет не то, что там лавинообразное разрушение, да? Вот раньше то, что вот там врачи-убийцы, там модная тема была, там не попасть там к терапевту, там к узкому специалисту, да, к лор, к невропатологу, там к другим специалистам, к аллергологу, уж не говоря, там в поликлинику, да, сейчас будет еще сложно, потому что саму систему уже, первичную систему приема пациентов, когда человек только заболел и он пришел, да, его уже разрушили, к сожалению. Это до города еще, до нас, как бы до городских жителей еще не сильно докатилось, да, но оно докатится. А сельских местностей это уже все уже, как бы всех Нас затронуло. закрыли же. С другой стороны, да, как бы ситуация катастрофичная, что уже делает государство, мы можем там сидеть, причитать, говорить, что вот так, геноцид, прочее, да. Но с другой стороны, поверьте мне, сейчас население, то есть мы вынужденно будем уже следить за своим здоровьем сами. Сами будем заниматься профилактированием, потому что кроме нас самих нам никто не поможет. Это называется уровень ответственности за свое здоровье, за свою личность, за своих близких, за то, чтобы подольше быть трудоспособным, да, соответственно. То есть государство нам в этом смысле не поможет. Вы понимаете это, да? И раньше, если мы говорили, что как бы мы хаяли официальное здравоохранение, ну, его хаять нельзя, а его просто нету, нечего уже хаять фактически. Поэтому что нам нужно делать уже? Мы уже пришли к тому дню, когда уже реально нам некому помочь. Буквально года 2-3 уже все первичного звена фактически не будет. Это мои пессимистические. Но с другой стороны, это будет, ну как, это такой пендель будет, пинок, да, для нас конкретный, чтобы мы занялись своим здоровьем. Нас не будет так мало, я надеюсь, нас будет намного больше. И, естественно, у нас больше будет японский подход, уже будет все ближе. И для нас будет абсолютно обычно вместе с простой пищей принимать питательные вещества, микроэлементы, витамины, аминокислоты, жиры, то есть того, чего не хватает нашему организму. Потому что еда есть лекарство, лекарство есть еда, соответственно. Да. Мы очень много балластой еды кушаем. Ну, это как бы у меня немножко накипело в том смысле, что мы действительно подходим к этому, реально. Поэтому я очень рад, что мы пионеры фактически, да, в этом смысле. И я думаю, что по нам видно, потому что я вот лично на днях сходил на диагностику, оценку дефицита питательных веществ, витаминов, микроэлементов, жиров, ну и других вот этих антиоксидантов. Там, У нас есть такое? У нас есть такое. Очень хорошее направление, называется биорезонансная оценка, биорезонансная диагностика. Это наследие советской медицинской науки, к сожалению, давно забытые из-за того, что мы тут пошли по западному пути, не сохранили то, что мы там наработали в советское время, тоже мы ничего нового не сделали, да? Но есть люди, которые вот эти, как бы, люди, фанаты своего дела, и они действительно... И да, я-то думал, я слежу за своим здоровьем, да, как бы достаточно долго, с 2006 года я занимаюсь вообще микро- и макронутриентологией, да, но я не думал, что у меня как бы до этого дефицита особо не обнаруживалось. Ну и то у меня оказывается, уж я не думал, что оказывается, вот наша есть утренняя капсула, да, Elevate, у него базовый витамин называется B12. В нем содержится количество адекватное 2000 суточной потребности, процентов. 2000 потребности, 2000% суточной потребности. Казалось бы, это очень много. Тем более там в таком ценном виде не в цианокобаламине, в котором нас колят, да, вот это красненькие ампулы в жопу, прошу прощения, а именно в форме метилкобаламина, наиболее приближенный к нам органическая форма B12, которая сразу всасывается из полости рта. Я вам рассказывал, да, что оказывается, даже если с возрастом у нас витамин B12, как будто бы мы можем возместить внутрь, если потребляем, да, капсулы. У нас, оказывается, в мозгах идет снижение уровня витамина B12, и поэтому старческие вот эти проявления, как бы деликатно выразиться. В общем, старческое слабоумие, ладно, скажу вещи своими именами, прямо зависит от уровня концентрации и именно от уровня дефицита витамина B12. Это страшно на самом деле. И многие замечаете же, да, вот наши дорогие коллеги, не скажу возрастные, я просто говорю, как бы, наши мудрые, опытные тетеньки, женщины. Вот. И они это ощущают реально.
Я думал, что вот этого хоть до этого там, B12 у меня хватает. Вы представляете, после почти 2 лет, полтора года. Не, ну скоро будет 2 года уже почти. Применение, Ну, да? год и 8 месяцев точно, да? У меня это должно было быть дефицит уже устранен. Но он у меня все равно есть. Вот какая оказывается, ну, во-первых, потребность повышать. Ну, по витаминотерапии там отдельно мы поговорим, очень интересная тема на самом деле, да? Я пришел к выводу, что наша компания является лучшей моделью комплексного подхода вообще к образу жизни человека. Не то, что там как бы раньше мы собирали. Ну, есть компании японские, есть компании китайские, которые предоставляют весь спектр вот утренних капсул, вечерних. Там это называется, по сути, клеточное питание, да? И вот эти варианты клеточного питания других компаний стоят, знаете сколько? От 100 тысяч. Это эффективные, но в то же время, ну, кто готов выложить 100 тысяч ежемесячно? Да, эффект есть. Да, люди получают результаты. Да, сразу видно по людям. Но у нас то же самое фактически. Фактически то же самое. Только в более чуть-чуть усеченном виде, да, но по стоимости вообще не сравнить. Но при этом по качеству оно не уступает. Это американский подход. Конечно, многое мне в американской системе здравоохранения не нравится, да, но мне нравится американский подход к качеству того, что они выпускают. Мы это все утратили. К сожалению, очень много разработок в российской медицинской науке. Много. Можно рассказывать сутками. Я сам этими занимался. Я очень уважаю наших ученых, очень уважаю нашу науку, наши разработки. Но это все опять же наследие советского прошлого, которое мы распродали, не развили. Американцы в это время, конечно, не спали. Сколько прошло с 90-го года, 91-го, да? Конечно, за это время огромный скачок. Пока мы тут сохраняли то, что там успели развалить, и сейчас как бы... Они вот это все до космического уровня, до космических технологий довели. Поэтому вот эта компания, настолько вот это все компактно, вот этот, если вот взять, объединить, фактически вот одно, вот утренние капсулы, вечерний антистресс, утренние энергизирующие, очищающий кишечник, восстанавливающий микрофлору по литру, нормальная микрофлора кишечника, внешняя красота, вода, которая способствует, естественно, замедлению старения, убирает окисление в организме, насыщает даже в малом количестве, меньшим количеством обычной воды насыщает, внутриклеточное обезвоживание, да. Вот этот комплексный подход, да, он настолько вот даже мотивирует человека жить такой жизнью, чтобы не то, что дисциплинированно, а то, чтобы это удобно. Согласитесь? Очень удобно. Практично. Это вот если взять обычные традиционные компании, я не говорю, что какие-то компании лучше или хуже. Просто есть более удобные формы. Почему бы не воспользоваться именно более удобным алгоритмом? Вот это все умещается в одном necessary. Ну или косметическое, скажем. Ну, косметичка, да, уже, косметичка. А у мужчин necessary, да, тоже та же косметичка, конечно, более брутальная. Это все умещается, это с собой носится, это все очень удобно. И ты не забудешь пропустить тот или иной прием. Потому что любой результат – это результат привычки ежедневной, чтобы человек не так, чтобы там пропил неделю, а потом, ой, мне чуть получше стало, как обычно бывает, да, у нас? А потом прям так швах и все, и обратно, да? Это образ жизни. Потому что здоровый образ жизни именно начинается вот с такого подхода. Мы никогда не забудем. О составе всего этого вы, конечно, все там прочитаете, все это узнаете. Но я считаю, что вот это все действует, во-первых, на восстановление иммунной системы. Сегодня очень актуальная стала тема иммунной системы, хотя я об этом толчу всю жизнь, потому что иммунная система – это самая древняя система, которая появилась у живых организмов первой. Это же не просто так. Боженька, ну, Творец, создал же иммунную систему первой для того, чтобы выжить. И мы сегодня пришли именно, вот нам, вот тот же коронавирус, я вот на днях прилетел из Таиланда, да, конечно, поездка, ну, вследствие моей не очень устойчивой психической системы. Каждый день, когда тебя повторяют коронавирус, он уже на подходе, Таиланд на 2-м месте по уровню зараженности, там, самого вируса, а вот того, что какой страх. Да, оказывается, наши СМИ занимаются вампиризмом. Они специально нагнетают вот эти ужасы, страхи, но не важно. Просто очень много противоречивой информации поступает по поводу коронавируса, но я просто одно понял, что в принципе это обычный грипп, очень быстро мутирующий,
обычно грипп мутирует, ну, где-то, наверное, максимум за год. Ну, минимум за год. Но бывает, что, ну, чтобы он мутировал за 2 месяца, он уже в 2 подвида мутировал. Это тревожно. Но с другой стороны, обычный грипп, если мы говорим, что прививки бесполезны, я все равно буду повторять каждый год, прививки против гриппа бесполезны. Почему? Потому что те прививки, которые заказываются за год вперед, за этот год успевает мутировать прививка, грипп, который приходит сезонный, он уже другой, там другая РНК, другая ДНК. Там, то есть, а нас начинает прививать абсолютно, и естественно людям кажется, что ну кто не заболел, тот и так не заболел, он и без вакцины заболеет, и не заболеет, или заболеет. То есть получается, что они бесполезны абсолютно, это огромный бизнес опять же, поймите. Поэтому прививки нам не помогут. То же самое коронавирусом. Я думаю, даже коронавирус будет намного показательным в этом смысле, что сейчас тем более нам нужно, я не хочу запугивать, да, но тем не менее это само, ну, выживать. Вот скажите, вот просто я пришел к выводу, что мы должны действительно начать сейчас уже следить за своим иммунитетом в режиме онлайн бесконечно, без перерыва. Потому что даже если этот коронавирус пойдет на спад, появятся другие формы вирусов и другие формы инфекций. Потому что у нас человечество заигралось немножко с генетикой, с генными модификациями, с рекомбинацией вот этих генов. Да? Очень много генно-модифицированных продуктов сейчас производится. Да? Те же вакцины тоже модифицируются. И мы заигрались, мы залезли, как там было-то, в промысел Божий, да? Да. Есть всему предел. И, естественно, будет некая жатва и оплата по счету. Это все, ну, ничего не бывает просто так и безнаказанно, естественно. Поэтому это все, вот это, я считаю, что коронавирус в этом смысле, да, он частично какого-то искусственного происхождения, естественно. Он так быстро мутировать не может, если это природное было. Но с другой стороны, даже если вакцину разработают, да, я не думаю, что она будет какую-то пользу иметь, потому что с такой быстрой мутацией, пока эту вакцину произведут, пока эту вакцину распространят, там, кто-то купит что-то, да, это будет под видом того, что якобы под этот вид коронавируса, а на самом деле будут заболевать намного больше, потому что мутации неизбежны. Поэтому только единственный выход у нас укрепление иммунитета с помощью, который прямо действует. Это все прямо действует на иммунитет. Я раньше был немножко недоволен тем, что нам не хватает, конечно, с этой продукции всех питательных веществ, микроэлементов, витаминов, жиров, да? Но это уже ваш подход к своему здоровью. Это вы должны сами смотреть, правильно? Ну вот самое первое, что должно сделать, вот это все. Разогнать обмен веществ, скорость обмена веществ, восстановить иммунитет, восстановить микрофлору кишечника, восстановить деятельность шишковидной железы, чтобы у нас был нормальный сон и бодрствование, то есть режим дня, биоритмы, восстановить водный баланс, потому что мы все обезвоженные. После 40 лет это вообще катастрофа полная, потому что люди не понимают, что тело требует воды, а у нас это в виде этого голода или там чего там, заедания, чего-то и так далее, да? И нам кажется, что это на самом деле это не голод, это тело требует воды. Вот. Поэтому я всех призываю все-таки, ну для меня, по крайней мере, пока, я не говорю, что это будет прямо вечно. Сейчас компании конкурируют друг с другом, но я надеюсь, что, ну, по крайней мере, уже до года, сколько уже, линейка наша только расширяется, все очень удобно, все очень компактно. Я просто в Таиланд ездил со своим Неслисером, я ощущал настолько себя вот с защитой, да, несмотря на то, что там некоторые эксцессы были. Да. Но даже какие-то эксцессы, если будут, да, наш иммунитет справится, я был уверен, потому что можно съесть что-нибудь не то, можно пораниться, можно отравиться или там, и все, естественно, будет решать иммунитет. Согласны? Да. Поэтому даже если там как бы райские кущи, там условия, все это для нас непривычно. Поэтому быть защищенным везде, вот это залог. Ну это как реклама прозвучала, но как бы это просто еще и доказано моей клинической практикой, когда была возможность проследить за состоянием пациентов, которые принимают нашу продукцию. У них кровь менялась на глазах. Хотя бы по общему анализу крови, хотя бы по лейкоцитарной формуле,
хотя бы по уровню железа, гемоглобина. Вот это все настолько прямо на глазах повышалось, причем опять же, извиняюсь, дорогие мои, ну, так называемых возрастных больных, Принимаем. у которых, казалось бы, официальная медицина говорит, что ну что вы хотите после 80 лет? Нет, после 70, да? Да, да. Не пишут. А говорят там, некоторые после 60 даже. А сейчас еще закон вышел, говорят, после 60 что-то. Да, насчет высокотехнологичной помощи. Сейчас государство идет по поводу, Ну, по всё равно пути записано там, экономии. Да, вот это На понимаю. всем будет экономиться, на всем будет экономиться. Сейчас ФАПы закрываются. Сейчас закрываются участковые больницы, самое смешное. Да, Уже и вот закрылись. одну. Да, Все участковые больницы закрылись сейчас, да? да, у нас Зато открываются фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты. Но при этом был уничтожен институт подготовки фельдшеров. Какой дурак сейчас поедет? Извини меня, 5 лет будет учиться на фельдшера? 5 лет нужно сейчас учиться. здорово, да. Я же лучше на врача, наверное, пойду, худо-бедно. 7 лет проучусь, да? Чем 5 лет учиться там, как что-то изображать и всего лишь фельдшер, и неизвестно, будут ли, насколько долго просуществуют эти фельдшерские пункты. Сейчас эти фельдшерские пункты обеспечить фельдшерами некем. Вот называется живой пример, что левая рука не знает, что делать правая. Да. Просто у меня слов нету от наших организаторов. Ну, опять негатив немножко пошел. Но опять же этот негатив для того, чтобы нам открыть глаза окончательно, что надеяться не на кого. Только на себя. Да, Ну и друг на друга. Вот здесь наше сообщество растет. Я думаю, оно Максим, будет вот дальше расширяться. расскажи нам, вот сказали, что от цветов коронавирус по интернету. Что это такое? Ой, это, мне кажется, Особенно это от фейк тюльпанов. какой-то. да. Мне кажется, Ну, это фейк. чтобы торговли не было. Это- Кому-то это надо. Это какая-то борьба, мне кажется, цветочных мафий или что-то. Мы обычно привыкли к борьбе фармакологических компаний и прочее, да, более таким крупномасштабным. Да? Ну, цветочная мафия, говорят, тоже нехило зарабатывает. Да. Но я считаю, что это фейк, потому что вирус вообще, да, там очень много споров, насколько он устойчив. Там споры там, на гладкой поверхности, металлической, там. Да какая разница? Факт того, что вирус не относится к живым организмам. Он не относится. Это вот шок у многих вызывает, да? Это всего лишь... Я думаю, это живое. Нет, это... Как вам объяснить? Это как бы... Есть даже версия, что это биоробот. Как будто природа сделала, да? Но это не живое. Он не относится к... Он никак... Он не вот отдельно вирус вот посреди куда-нибудь, там он отдельно не выживет. Он только внутри клетки Да. выживает. Он паразит. Но живет же. Но он же За должен счет. присосаться к клетке. Да. Ну, присосаться. Нет же такого сообщества вирусов, которые вот ни в ком не нуждается. Нет. Но он именно, внедряясь в клетку, переводит только свою информацию. И эта информация начинает тиражироваться внутри этой клетки, и образуется много-много копий этого вируса. Но при этом сам вирус материально никак не размножается ни половым, ни бесполым. Соответственно, он к живой природе не относится. Для меня это вот окончательно дошло только Понятно. на недавно, и то. Мгм. Значит, их не доводить до клеток. Да, поэтому я считаю, что вирусы все-таки они неустойчивы. Достаточно. Есть, конечно, уровень контагиозности, заразности, там как бы мы очень часто прикасаемся к лицу, вот это надо все убрать, салфетки с собой таскать. Вот с пола подняла, и ничего не ем нормально. И вот положила. Чистые А руки. вот еще говорили насчет бород у мужчин. Усы и бороды сбрить, а тут тоже там Но я тоже коронавирус, сбрил, но я это не от этого. тяжелый какой-то. Желательно сбрить. М. Желательно сбрить, потому что все-таки борода и вот эта вся, любая растительность на лице, ну, я не говорю брови и ресницы. А то вот правда показывают в будущих фильмах, это все лысые, ни бровей, ничего у них нет. Но лучше минимум растительности, конечно. Мужчинам, если как бы бурная растительность, лучше от нее избавляться. Но опять же, смотрите, да, чем бриться? Не станком, соответственно. Потому что с улицы вот пришел, не домыл, там не дочистил, может быть, там повреждения идут все равно вот этой кожи. Да. Через эти повреждения будут очень легко проникать любые микроорганизмы. Электрическая Поэтому бритва. электро... Ну, это мое личное мнение, у меня тут тоже заморочек своих хватает. Мгм. Но я лично так подхожу. Я сейчас бреюсь, не заметили? Ну да, очень хорошо. Очень хорошо. Моложе выглядите. Да, спасибо. Ну И все, это я еще хотел... было что- там написано 24-26 градусов, типа этот коронавирус не выдерживает. А мы Ой, же там- 36 градусов живем. Там Наш очень организм. много... Сами ерунду пишут. Да, Хорошо, вот горячую. вы лучше, вы вообще не слушайте интернет. Типа пейте Оказывается, горячую воду.
ничего не надо вот это слушать, Да, да? да, да. Ничего не надо слушать. Просто мыть руки элементарно. Не надо касаться лица. Маски вам не помогут однозначно. Смысла нет у нас. Хотя говорят, что маска. Ну, Да, якобы. даже Это по когда телевизору сам говорят. зараженный только может. Как, если сам заражен, если чувствуете недомогание, там уже что-то вот это. Сопли, слюни пошли, наденьте маску. Но не здоровый человек. Потому что мало того, что я считаю, что когда мы просто выходим на улицу, да, и эту маску используем, да, мы еще и... Маска, наоборот, источника может быть. Да. Ее только 20-30 минут и все. Конечно, Да. масочный режим подразумевает, ну, максимум интервала это 2 часа. Да, да. Нужно менять. Раньше так написали всегда 2 часа. Где столько масок найдешь, правильно? И еще, естественно, промывание носа с хозяйственным мылом. Это все-таки доказанный способ. Оксалиновая мазь, не знаю, в советское время использовали, тоже помогало как будто. Но промывание носа хозяйственным мылом я считаю оправданно, потому что, во-первых, это щелочная реакция. А при щелочной реакции погибает любая микрофлора. Ну, содой тогда И можно еще. Сода немножко жестковато, ну, как бы, я считаю, что хозяйственное это наше ноу-хау. Нигде его больше нету хозяйственного мыла. А перекись водорода? Сожжете слизистую, лучше пока. Ну, это как бы совсем экстренно. Хотя бы водой даже. И то. Да, если ничего нет, то... Смываться будет. Да, помыли руки и немножко мылочка оставить на рукой, вот так и поковыряться. И никто же не видит. Так делаем. Все. Вопросы все. Вот благодарим. Благодарим Максиму Никитичу за ценную информацию. Нам было очень интересно это все слушать. Думаю, вам тоже в интернете было очень интересно, да, слушать. Вот. Вот видите, да, как интересно, да, с нашими продуктами. Так что любите или лейте. Мы это считаем страховкой жизни, да. Спокойствие дает человеку. Мы принимаем с утра, да, ну, с утра левеет, вечером ацелерит, да. И в течение дня хидрейт наш, да, коралловый кальций. Иногда в обед добавляем вот этот детский продукт наш, да, у кого есть. И еще в день 1-2 раза вот, принимаем на кожу, да, у кого есть проблемы, или просто для омоложения, да, на лицо, на шею, да, женщины, реджувенейт. Вообще здорово, и омолаживаемся, и имеем свою страховку жизни. Вот. Теперь вкратце я расскажу, нам надо будет, наверное, на доску переселиться, да, о маркетинг-плане. И чуть-чуть еще все равно я хочу добавить, да, про вчерашнюю презентацию в Москве, да, и про Академию «Успех вместе». Друзья, это без Академии «Успех вместе» нам далеко не идти, потому что вот эта Академия «Успех вместе» нас продвигает именно в личностном росте. У нас вот символ, да, 2 крыла, да, материальное и духовное, и он нас всех развивает, да, через интернет, и в духовном плане, и в финансовом плане. И с одним крылом нам далеко не уехать, поэтому очень вам рекомендую, да, заходить. Каждый день у нас бывают презентации или тренинги, да, в Академии «Успех вместе». Будьте там. Вот моя рекомендация, да. И вчера вот очень хорошие дали вот эти рекомендации наши наставники, да, наш гость из Америки, Каури Томпсон, да, и нас Андрей Шаура, да, также наш топ-лидер Иван Вовк, да, выступала Надежда Андручинина, да. Какие колоссальные они результаты имеют благодаря Академии «Успех вместе». Я очень горда за то, что вот эти наши россияне, да, именно из России, наши вот эти Иван Вовк из города Ангарска, наш Андрей Шаура, да, наш любимый наставник из города Ангарска также, да, стали долларовыми миллионерами. Иван Вовк стал долларовым миллионером, а Андрей Шаура 4-кратным долларовым миллионером. Видите, да? Маркетинг-план у нас очень щедрый, наша компания очень щедрая, да, видите, нам, да, это ежесекундно, ежеминутно, еженедельно оплачивает наши доходы, да, если мы даем помощь людям. Ну, мы же, наша миссия помогать людям, да, значит, даем информацию о наших продуктах, и люди как бы заказывают себе, да, страховку жизни, эти, да, и тем не менее, тем путем, значит, у нас бинарная система, да, у нас
накапливаются баллы в течение недели, да, и каждую неделю мы получаем свои доходы в долларах в электронном кошельке, в личном кабинете. Как только вы зарегистрировались, а регистрация у нас бесплатная, начинает капать доллары, если вы начинаете помочь людям, давать информацию о наших классных, очень, как сказать-то, чудных, чудесных, можно сказать, да, продуктах, потому что действительно они делают чудеса. Я почему это говорю, я почему сюда пришла в эту компанию, потому что я как доктор, да, узнала, что эти продукты, я когда пришла, один элевейт только был. И то мне сказали, это чудеса делает, и помогает людям избавиться от тех болезней, да, те болезни, которые вы даже врачи, наши мои коллеги, да, не могут помочь людям избавиться от этих недугов, да. И вот из-за этого только я пришла в эту компанию. Я никогда сетевым не занималась, я была только потребителем в течение 26 лет, страховку жизнью получала, доп. Питания получала, потому что я знала моей еды, которую я каждый день употребляю, я получаю только 10-15% клеточного питания. А эти наши продукты, да, дают 50-60% дополнительного питания. Наши продукты сейчас заменяют, да, лекарства, БАДы, спортивное питание, детское питание, да. Почему детское питание? Я как педиатр вам скажу, наши продукты вот это являются натуральной пищевой смесью, которые вот дети кушают же до года дети, да, из банки, из пакетиков, да, сухую смесь смешивают с водой и кушают. И не отставая от своих сверстников, и даже лучше, да, растут вместе, развиваются. Я сама педиатром была, назначала эти продукты, да, и вот они классные. Я даже вот наблюдала, да, эти дети были даже в развитии лучше, даже чем груднички. Груднички получают, правда, иммунитет через молоко матери, да, но если мама плохо питается, да, они неполноценно получают питание из грудного молока. А тут дети полноценное питание получали из банки, из сухой смеси, да, разбавляя в воде. И наши вот эти продукты тоже с этим сравниваются. Так что я призываю всем быть грудничками, питаться этой натуральной пищевой смесью. Так здорово, так, да? Ну, плавно переходим.